друг, пора. Семь лет безостановочно бежало его перо. Фельетон, памфлеты, переводы классиков на татарский язык. А еще поэмы, сказки, стихи. Издатели рвали из рук, суля любые деньги. Я решил издать сборник своих стихов, который мне самому нравится. Я взялся за чистку своей песенной комнаты, не видевшей уборки и чистки целых 7 лет. Только 7 лет творчества, только 27 лет прожитой жизни. Ее он назвал недосмотренным сном. Сны Тукая. Что было, что будет. Туган Овал. В тот день было солнце и кучевые облака. Тепло выше 16 градусов. Это видно из таблиц метеонаблюдения обсерватории Казанского университета. В тот день, 14 апреля, 26 по новому стилю, 1886 года пришел в этот мир поэт Абдулла Тукай. Что я помню о себе? Жизнь моя прошла довольно мрачно, но вместе с тем интересно. Я здоров твоим здоровьем, твой недуг меня гнетет. Кто растил меня с любовью? Только ты, родной народ. Не прошло 5 месяцев с моего рождения, как отец мой скончался. 7 поколений мул в роду Тукаевых. Вот все богатство в доме деда Зиннатуллы Хазрета. Мать пошла замуж за муллу из деревни Сасна. Меня отдала на попечение старушки-соседки. Что я помню? Чужие лица, чужие речи, дармоед, приживал. Небось не подохнет, лишний род. Сакмар буйларыңда шунда үтте мин. Моя мать прочно обосновалась у муллы и однажды прислала подводу за мной. Помню тогдашние мои восторги, как сон. Он отведал ее каплю счастья. Запомнил пир на весь мир, деревенский праздник Сабантуй. Его приносят кони в своих гривах. А поутру, о, голос тот, бывало будет, мать, мой мальчик, праздник наступил, пора, голубчик, встать. И я лечу во весь опор,
во всю мальчишью прыть. Как упоем, как счастлив я, какое чудо жить. Счастье мое длилось недолго. Моя мать умерла. До сих пор помню, я босой вылез из-под ворот и долго бежал, захлебываясь слезами. Верните маму, отдайте маму. Моя мать лежит в могиле. О, страдалица моя, миру чуждому зачем ты человека родила? Всех сердец теплее и мягче над могильный камень твой, самый сладостный и горький, омочу его слезой. Туган тель. Калачи горячи, чувяки, тувятай каляпуш. На сенном базаре вечно, братцы, так, о своей поживе тут печется всяк. Эти покупают, те вон продают, кто-то надувает, кто-то сам надут. Кому большие, эх, хороши книги, книги, Тахир Зухра, не заснешь до утра. А вот мальчик, кто возьмет мальчика? Когда я осиротел, в наших краях был голод. Дедушка отправил меня с попутным ямщиком в Казань. Ямщик пошел на сенной базар. Кто возьмет мальчика? Кто-то вышел из толпы, взял меня и увел домой. Отцом-матерью на 2 года станут для него Мухаммед Фали и Газиза, рукоделы-кустари из Новой Татарской Слободы. Здесь мне не пришлось голодать. Еще 3 года он будет звать отцом и матерью Сахди и Зухру, крестьян из села Карлай. Здесь у меня открылись глаза на окружающий мир. Почти на 10 лет приютит его зять, муж сестры. Мальчика вывезут в Уральск. Он будет учиться в медресе с посещением класса русского языка. Как-то учитель спросил фамилию. Молчит. Как отца зовут? Молчит. Кого назвать отцом-то, чтоб других не обидеть? Позже Габдулла перейдет жить в каморку при медресе, даже начав работать в типографии. Здесь проба пера, переводы, стихи и первая поэма «Шурале».
Его публикации заприметили в Уфе, в Оренбурге, издатели зовут в Казань. И вот лошадей в упряжке пара на Казань лежит мой путь, и готов рукою крепкой кучер вожжи натянуть. Тишина кругом, и только мысли что-то шепчут мне. Дрему мне глаза смыкают, сны витают в вышине. Сны Тукая, что было, что будет. А будет вот что. Книжная лавка. За этим он едет, чтоб служить тут экспедитором, чтоб бесплатно сотрудничать в газете «Элислах. Реформа», открывшейся на личные средства журналистов Фатыха Амирхана и его влиятельных друзей, да на гроши учащихся шакирдов. Была тайна, которую я скрывал. В русском языке я еще хромал, о многих вещах мало осведомлен. Вначале я совсем было растерялся. Надо читать. Любимой кузине Газизе Габдулла напишет: на все нужны деньги, на номер в гостинице, на покупку книг. Муза его не оставит. За первый казанский год он издаст сборник, за второй издатели наскребут на 9 книжек. Чего не будет никогда, это своего дома. До конца дней гостиница, трактир и с виду навсегда вечный мальчик в отцовской фуражке, во взрослой рубашке. Фатых Амирхан. Он и его газета «Элислах» была тогда во главе революционно-демократического движения в Казани. Ему Габдулла откроется, как никому, угадав благородное, умное сердце. Амирхан вспоминал: один глаз у него был поврежден, но даже не очень внимательный человек сразу же обнаружит в его взгляде и проницательность, и некую уязвимость. Ах, этот глаз! «Щагар!» — кривой, кричали карлайские мальчишки, а он не мог догнать и вздуть обидчика. Росточком не вышел, селенок не набрал. Он наловчился бить словом. Находил слабые, смешные стороны людей и событий, и его перо жалило, жгло, щекотало, как пальцы Шурале. Находка для Фатыха Амирхана и его политической газеты «Сатирический дар Тукая». Ведь, как говорил любимый герой, начну щекотать, помрешь со смеху.
Ни света в сердцах, ни чести в делах, знать совесть покрылась жирком. Твердят, сохрани от шайтана, Аллах, а возят шайтана верхом. Что надо, чтобы в доме всегда царил покой? Чтобы у слепого мужа жена была немой. Сны Тукая. Что было, что будет. Скучно мне, тоскует сердце. Горько думать о своем. Нет друзей моих со мною, я и дума, мы вдвоем. Как на грех еще и кучер призадумался, притих. Ни красавиц он не славит, ни колечек золотых. Мне недостает чего-то, или я что-то потерял. Всем богат я, нет лишь близких, сиротой я нынче стал. Из письма к поэту Сагиту Санчуляю. Днем провожу время с Галяскаром Камалом, Галимзяном Ибрагимовым, Фатыхом Амирханом, с интеллигентами. А вечер в трактире с кожевниками, мясниками, извозчиками, жуликами. Как не похожи его дни и его ночи, как и два его языка. Стихи юного Тукая – это смесь турецкого, арабского, фарси. Литературный татарский язык еще предстояло создать. И это будет. В медресе веками проходили религиозную книжку для чтения «Кисекбаш. Отрубленная голова». «Сенной базар» или «Новый Кисекбаш» – поэма-пародия Тукая. Пересмешник Тукай. Он развернет сюжет не у престола пророка, а тут, за окном, на сенном базаре. И действующие лица, казанцы с самого начала 20 века, сенно-базарцы свои. Идею заронит Галяскар Камал, основатель татарского театра, автор социально-сатирических пьес. Под беспощадный кнут тукаевской сатиры лавочник и депутат Думы, мещанин и религиозный фанатик. Пусть, послушав, ахнут шорник и мясник, скупщик шкур, чувячник, чеботарь, свечник. Эти слова о них и для них он напишет на родном языке, на татарском. Видно, в момент поиска нужного слова Габдулла рисовал своих сенно-базарцев. Считается, что эти рисунки сделаны его рукой. В этом зале 14 октября 1908 года Габдулла Тукай публично читал свою поэму «Сенной базар» или «Новый Кисекбаш». Будто каждому он задал вопрос: кто ты? Охранитель старых порядков или сторонник реформ? Он растревожил одних, напугал других, но зато всех рассмешил. Когда я дописал поэму, то ходил выпитив грудь, как командир перед стройными рядами своих войск. Фатых Амирхан напишет: отныне Тукай стал крупнейшим мастером юмора во всем татарском мире. Зато и критики кинутся яростно: спасайся, кто может. Это что, поэзия? Где тут высокие чувства героев? Мальчишка-частушечник, теленок в садах литературы. Тоже мне татарский Пушкин, поэт сенного базара.
друзья и враги, хвала и хула, а главное — стихи. Все это будет, будет. А пока вдруг ушей моих коснулся голос звонкий, молодой. Эй, Шакир, вставай скорее, вот Казань перед тобой. Слышу я, призыв к намазу будет утреннюю рань, о Казань. Ты грусть и бодрость, светозарная Казань. Здесь науки, здесь искусство, просвещение очаг. Здесь живет моя подруга, райский свет в ее очах. Қызық ғишық. Райский свет, любовь. Но и тут свидетельства современников зыбки, догадки призрачны. А ведь на поэтический огонь слетались она пришла. Письмо другу. Сагит Эфенди, в детстве я ходил в яблоневый сад с мальчишками. Все крали яблоки, кроме меня. Садовник, заметив мою добродетельность, сам давал мне яблоки. Я ел и кичился, он сам мне дал. Так и девушки. Никогда не унижусь до того, чтобы самому искать знакомства. Но уж если сама подаст руку, возгоржусь. Сама подала, и буду дорожить этой рукой. Она пришла с подругами в редакцию газеты «Элислах». Он опустил глаза. В другой раз, говорят, на Екатерининской улице он углядел ее из окна трамвая, поклонился и залился румянцем. Я горячо влюблен, но как-то бестолково. Я мило сторонюсь, как чудище лесного, подписывая стих чужое, ставлю имя. Боюсь, она поймет, что ею одержим я. Я слышал, что она уехала отсюда, и что ж, к ней от меня помчалась писем груда. Какое там, чудак, я рад, забыл тревогу. Исчезла, не узнав, твержу, и слава Богу. Признание Фатыху Амирхану. Как еж прячется в своей иголке, так и я. Стоит написать про любовь, укрываюсь за ложной подписью. Казанские невесты нашли и для Габдуллы. Ее родню уговорили, жилье подыскали, а он наутек. Еще одна ханым, поборница просвещения, взялась упорядочить жизнь поэта, а он, чем так делать, по-другому лучше поступи. Ты пойди и в лавке соловья купи, посади певца ты в клетку, пододвинь к окну, пусть красу хозяйки славя чахнет он в плену. Любоваться бабочками — вот милое дело. Такой уж я парень, Афанди, очень разумный в яблоневом и в любовном саду.
Подчиняясь настоятельному совету уважаемых докторов, я ложусь в Клячкинскую лечебницу Казани. Отныне я не считаю себя ответственным за материалы, которые будут напечатаны в журнале. Он зашел ко мне проститься. Я сказал: поправляйся, до скорой встречи. А он: нет уж, пусть встреча будет не скоро, ты живи долго. Бывало, я говаривал: хоть бы заболеть, что ли, думая подчистить свое духовное жилище. И вот Бог открыл путь. О, сколько здесь хлама! Какие-то подражания турецким рифмоплетам. А ведь он успел, однотомник подготовил. Ученый ли ты, государь ли ты, нищий ли ты, я уже не стыжусь впустить тебя в свой дом и подарить книгу своих стихов. Dünyada күп нәрсә белдем, син туган теле аркылы. Родной язык, святой язык, отца и матери язык. Как ты прекрасен, целый мир в твоем богатстве я постиг. Agama